Хәерле кис, хөрмәтле милләттәшләр. Һезне Силәбе башкортларының үткәнен, бүгенгеһен сагылдырган Уралым тапшыруында сәламләйбез. Һаумыгыз. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас на главной передаче Башкир Южного Урала в программе «Уралым». Челябинцы отметили День Республики Башкортостан. Хочу поздравить Республику Башкортостан. Южноуральские спортсмены вернулись из Кыргызстана с полным комплектом медалей. Организаторы конкурса «Башкирского видео Оскон» увеличили призовой фонд. Дерзайте, присылайте ваши работы, мы обязательно их все посмотрим и оценим. Ровно 26 лет назад, 11 октября 1990 года, принята Декларация о государственном суверенитете Республики Башкортостан. Однако история Башкирской республики начинается задолго до этой даты. В 1917 году Башкирским областным шуро была провозглашена национально автономная территория Башкортостан. К началу 1919 года в состав исторического Башкортостана входила и часть современной Челябинской области. Некоторое время башкирское правительство перебазировалось из Оренбурга в столицу Южного Урала. Более того, уроженец Кунашакского района Абдул-Кадир Инан был соратником родоначальника Башкирской республики Ахмед Заки Валиди Таган. Под редакторством нашего земляка на территории Челябинской области издавалась газета «Башкорт». Следующая эпоха Башкирской республики связана с образованием БССР, которая стала первой автономной советской республикой. Безусловно, 26 лет назад, как сегодня уже говорили, Республика Башкортостан стала субъектом Российской Федерации, именно самостоятельным субъектом Российской Федерации. Большое количество полномочий в сфере взаимоотношений на государственном уровне. Мероприятие значимое, это государственный наш праздник, который празднуется всей Российской Федерации. Все больше и больше друзей, все больше и больше предложений. Это отмечается и увеличением товарооборота между нашими регионами. Начиная с 2015 года доброй традицией стало проведение торжественного приема представителя Республики Башкортостан в Челябинской области Амура Хабибуллина в честь главного государственного праздника республики. В этом году мероприятие, посвященное Дню Республики Башкортостан, посетили более 80 представителей государственных структур и бизнес-сообщества из Уральского региона. Челябинская область и Республика Башкортостан тесно связаны между собой. Нас связывают как промышленные связи, так и культурные. Активно развивается туризм, активно развивается спортивная часть объектов. Всем жителям республики здоровья, успехов. И Курганская область всегда радуется тем и экономическим, и социальным достижениям, которые есть в республике. Нашим регионам совместного хорошего сотрудничества и успехов. Хочу поздравить Республику Башкортостан. У меня есть отношения с вами давно, потому что я в Екатеринбурге 14 лет работаю перед консулом как преподаватель, были много студентов. В вашей семье говорили очень хорошо про вашу семью и про вашу культуру, ваш язык, даже несколько я учил. И у меня всегда был большой интерес. И как раз я очень рад, что меня пригласили сюда. На приеме гости проявили живой интерес к темпам развития экономики республики. Башкирские товаропроизводители в регионе завоевали доверие покупателей и партнеров своей качественной и экологической продукции. Бренды республики, такие как башкирский мед и оздоровительные комплексы, не раз были упомянуты в выступлениях присутствующих. Звезды башкирской эстрады Челябинска организовали концерт. Национальные песни, мелодия курая придали торжеству праздничную атмосферу. На берегу озера Иссык-Куль Республики Кыргызстан прошли вторые Всемирные игры кочевников. Участники более чем из 60 стран пробовали свои силы в 23 народных видах спорта. Представители Челябинской области приняли участие в соревнованиях по масс-рестлингу, казах-кюреш и борьбе на поясах. Домой вернулись южноуральцы, завоевав золотую, серебряную и бронзовую медали. Целью Всемирных игр кочевников является возрождение и сохранение исторического культурного наследия цивилизаций кочевых народов мира, объединение братских наций. Игры являются альтернативой Олимпиаде и по своему масштабу, пожалуй, ничуть не уступают ей.
В рамках игр кочевников прошел официальный чемпионат мира по борьбе на поясах «Алыш», в котором участвовали представители более 40 стран. Организацией данного чемпионата занимались специалисты из United World Wrestling. Мероприятие освещали десятки телекомпаний со всего мира. Под пристальное внимание объективов попали и спортсмены из Челябинской области, которые внесли по одной медали каждого достоинства в копилку сборной России. На самом деле это народные корни у народной борьбы. И вот поясная борьба, она присуща для многих народов в мире, особенно в Азии, в том числе у башкир, у татар, куреш. Я думаю, что нашим борцам не так сложно было, изучив правила, попробовать свои силы в таких видах. Слоган самого крупного проекта Кыргызской Республики Всемирных игр кочевников «Единой силой, единый духом» полностью отражает его цели и задачи. Поколение, которое будет знать свои корни, вести здоровый образ жизни, непременно сможет принести пользу для своего народа, для своей страны. Издавна сосяны и поэты играли значимую роль в жизни нашего общества. Они выступали как учителя и наставники молодого поколения. Через их труды мы узнаем о наших предках. И сегодня слово поэта имеет большую ценность в обществе. Ошу көндәрдә Силәбе өлкәһендә башкорт әдәбияты көндәре үтте. Сара сектарында конференциялар, башкорт теле укытучыларының кәңәшмәһе узды. Был юлы әдиптәр Аргаяш районына юлланды. Бүгінгі Силәбе еріндегі ұсырашулар ол сыныпта ұнытылмас хатирелер қалдыра. Біз көптен күттік бұл ұсырашуды. Яз күні үк сөйләшіп қойғайнық башқұрт әдебиеті күндері өткеру турасында Қамса Дәулетбайұлы Мұртазин менен мына бүгін бик матур ұсырашулар өтті. Аргаяш ерінде Аргаяш, Сосновка укытучылары менен ұсыраштық. Көндең икенче яртыһында шагыйрьләр һәм язучылар, Башкортстан Республикаһынан килгән делегация вәкилләре Силәбе әдибе Камса Муртазинды 50 яшьлек күркәм юбилее белән тәбрикләнә. Камса Дәүләтбайұлы ул безнең җитәкче буларак һәм безнең ул остазыбыз, үзенең канатларына атна хайдырып бетәбез бөтен районнарны, бөтен Силәбе өлкәһенең башкортларын безнең менән берләм эшләп килә. Камса Дәүләтбай улы сыгышы буенча Учалы районыннан. Әлеге вакытта каланың еңел сәнәгать һәм текстиль техникумында мугаллим. Силәбе өлкәһендә иҗат эшләре әлбәттә ул туган тел менән бәйле, туган телде белү, нигез булып тора бит инде туган телде нескәлекләрен белү, шул нигездә әдәби иҗат бара. Насар түгел дип әйтергә кирәк инде, чөнки безнең укучыларыбыз да иҗат итәргә омтыла, олы кешеләр дә яда менә ошундай саралар тагыла уларны дәртләндерә. Камса Муртазин педагогик эшмәкәрлегеннән тыш җәмәгатьчелек эше һәм иҗат менән әүдем шөгыльләнә. 5 китап авторы буларак ул безгә билдәле. Билдәле якташыбызның милли әдәбиятты үстерү өстендәге хезмәте Башкортстанда ла югары баһалана. Әлеге был сәфәр безнең бернисә юнәлештә үдесен алган. Беренчедән без журналга язучылар белән очрашабыз, икенчедән Акмулла берекмә әгъзалары белән очрашып күрешәбез һәм һәр күрешкәндә ул үзе илһам битендә Силәбе халкы менән күрешәбез. Шул ук вакытта материал да туплайбыз. Камса Дәүләтбай улы үзенең иҗады аша замандаштарын, гомернең кадерен белергә, уның һынауҙарын һәм кыланыстарын бердәй кабул итәргә, һәр вакыт үз өстендә эшләргә өндәй. Дөньяларым тормаһа ла һәр сак имен, гомеремдең алтын мәле һаумы тием. Конкурс башкирского видео «Оскон» стартовал в прошлом году. За короткий срок он объединил вокруг себя как профессиональных видеографов, так и любителей киноискусства. Подробнее об условиях конкурса расскажет нам один из организаторов Альфир Ильбактин. Самой главной целью конкурса «Оскон» является развитие башкирского кинематографа, а также приобщение активной молодежи к созидательным процессам, вовлечение их в общественную деятельность и раскрытие творческого потенциала. Конкурс абсолютно открытый, принять участие в нем может любой желающий. У каждой из номинаций, представленных в нашем конкурсе, есть свои требования, касающиеся длительности, качества, но у всех одно условие. Они должны быть сняты в период 2015 по 2016 год и озвучены на башкирском языке. Всего номинаций у нас 5. Это короткометражный игровой фильм, короткометражное документальное кино, социальный видеоролик,
анимационный фильм и микрокино. Для того, чтобы простимулировать участников, которые планируют снимать свои работы, мы собираем солидный призовой фонд. Стартовый призовой фонд заявлен 200 тысяч рублей, которые нам помогут распределить члены жюри из самых авторитетных представителей культуры, в том числе и кинематографа. Итоги конкурса мы будем подводить на фестивале. Он пройдет в январе будущего года в Челябинске. Точную дату и место мы анонсируем позже. Принять участие может абсолютно любой, у кого есть сотовый телефон, фотоаппарат, любой видеозаписывающий гаджет. Мероприятие абсолютно открытое. Дерзайте, присылайте ваши работы. Мы обязательно их все посмотрим и оценим. Ришат Рахимов является победителем прошлого года в номинации «Короткометражный фильм». Он и в этом году настроен попробовать свои силы в конкурсе. Вообще, на самом деле, я после Оскона просто сам для себя определил то, что снимать кино, там, неважно, что-то, я уже буду точно. В прошлом году я выставлял свой короткометражный фильм «Хранители», в котором снялись мои родители, чему они были очень удивлены, но им процесс понравился. В этом году и есть параллельно идея о том, как сделать, как снять микрокино. Хочется в очень короткий хронометраж закрепить идею, положить идею раскрытия какого-то образа. Наша передача подошла к концу. Смотрите нас по средам в 17:55 на канале ОТВ. До новых встреч! Хөрмәтле телевизор караучылар, ошуның менән тапшырыбыз тамам. Безне һәр шәмбе 17:55 ОТВ каналында карагыз. Һау булыгыз, киләһе очрашканга тиклем.